Вы смотрите «Актуальное интервью», в студии Петр Васильев. Здравствуйте. Сентябрь отметился важнейшим стратегическим событием в жизни регионов Дальневосточного федерального округа. Во Владивостоке состоялся Восточный экономический форум. Участниками крупнейшего международного события стали около 7 тысяч человек из 62 стран. Главная тема форума этого года – на пути к сотрудничеству, миру и процветанию. Итак, каковы итоги Восточного экономического форума по линии предпринимательства и туризма нашей республики? Об этом мы сегодня поговорим. Гость студии Тимур Ханды, министр предпринимательства, торговли и туризма Республики Саха-Якутия. Тимур Юрьевич, здравствуйте. Здравствуйте. Ну, собственно, о соглашениях. Что было заключено по линии Минтуризма в этом году? Ну, вообще, Якутия ежегодно принимает участие в главной экономической площадке нашей страны, именно Дальнего Востока. Это Восточный 8-й экономический форум. И действительно, мы ежегодно стараемся подписывать соглашения. И я сейчас попытаюсь объяснить, какие есть соглашения, которые несут за собой определенные деньги. Есть соглашения о намерениях, которые тоже за собой несут договоренности, которые уже зависят от региона, насколько они продвинутся. В этом году мы подписали 30 соглашений на сумму более 130 миллиардов рублей, одно из которых для линии туризма очень важное. Оздоровительный термальный комплекс на территории Хангаласского района, Батамай. Это гостиница Green Flow, это франшиза, это очень хорошее эко-событие, наверное, можно так сказать, для туризма именно Хангаласского района. Мы все понимаем то, что есть Ленские столбы, которые являются наследием ЮНЕСКО, магнитом для туристов, которые узнают о Якутии, ну и средства размещения, а это и есть инфраструктура, которая должна создаваться. К 2027 году мы должны построить уже эту гостиницу на 120 номеров. Таким образом, инвестор сам самостоятельно вносит в экономику нашего региона 2 миллиарда рублей. Это очень хорошая история. Надеюсь, что она у нас будет продолжаться, динамически развиваться. Но я бы хотел еще сказать итоги и прошлогоднего соглашения. Они были не денежные в части туризма. Мы подписали 5 соглашений по линии регионов Дальнего Востока. Но оно было такое о намерениях, о взаимном обмене туристического потока. И это дало нам возможность открыть там на базе туристических агентств продажи путевок в Якутию. Таким образом, в этом году мы увидели по аналитике Мегафона, которая предоставила нам данные, что именно с этих регионов, с которыми мы подписали соглашение, прибыло наиболее количество туристов. На примере нашего национального праздника ИСЭХ. 38 тысяч туристов со средним чеком 2404 рубля в день. И если посмотреть на продолжительность их пребывания на территории нашей республики, то эта сумма выходит в 330 миллионов рублей. Таким образом, можно точно утверждать, что туризм вносит в бюджет и вообще в экономику нашего региона большие средства. И мы под руководством главы Арсения Сергеевича мы именно делаем акцент на развитие туризма. Но эти 38 тысяч человек, это же только данные Мегафона, я уверен, что их там было больше. Но они агрегируют данные других сотовых операторов. Здесь туристы делятся на несколько типов. Они есть экскурсанты, есть туристы. Экскурсанты, те, кто приехали, буквально там меньше суток. А туристы уже, они останавливаются в гостиницах, они платят за гостиницу, а гостиницы платят налог в республику. Поэтому именно таким способом мы видим мультипликатор в нашу экономику. Вот если еще в продолжении темы гостиницы Green Flow, я так понимаю, что это не просто очередная, так скажем, туристическая база на фоне Батамая. Это уже, так скажем, задатки рекреационного туризма. Но здесь можно и так сказать. На самом деле, в первую очередь, это инфраструктура. Это новый отель, это новый номерной фонд. Это то, что будет привлекать туристов, которые будут приезжать, посмотреть нашу природу красивую. Ленские столбы, как я упомянул, это все-таки действительно магнит. Все мечтают побывать там. И когда мы создаем хорошие условия для пребывания на территории нашей республики, конечно, потом эта реклама по сарафану уходит ко всем, и о Якутии начинают узнавать. Мы и так уже о себе заявили на территории всей нашей страны. Мы видим увеличение туристического потока. Ставим, конечно, для себя очень большие цели в части его увеличения. Но, конечно, для этого нужна соответствующая инфраструктура. Тимур Юрьевич, было заключено также 5 субъектами Российской Федерации меморандум о сотрудничестве в сфере туризма в зоне БАМ. Что за меморандум и как он будет развивать туристическую отрасль в Якутии?
Это очень хорошее тоже соглашение между 5 регионами Дальнего Востока. Оно как раз именно такое же, как в прошлом году. Оно больше о намерениях, оно больше направлено сейчас на промышленный туризм. Мы все-таки республика промышленная, и развивать промышленный туризм – это самое главное. У нас очень много компаний, которые могут предоставить, уже занимаются промышленным туризмом, но наша задача как государственного органа систематизировать эту работу, чтобы это все работало автоматически, чтобы наши туроператоры могли взаимодействовать с нашими недропользователями, например. То же самое и взаимный поток на другие регионы. Посмотреть на космодром, да, посмотреть на другие промышленные объекты. У промышленного туризма есть несколько направлений. Это и профориентационная работа, это и познавательный туризм, это и детский туризм. Мгм. Тимур Юрьевич, впереди зима, я думаю, это один из главных брендов нашей республики, соответственно, и туристический сезон тоже близок зимний. Какие планы? Ну, зима начинается в Якутии, конечно, это наша ежегодная фишка, ежегодная визитная карточка Якутии. Зима начинается с Якутии. Планы у нас довольно-таки грандиозные. Мы будем зажигать елку, как и в прошлые года. Мы также увеличиваем количество туристов на гастрономию, потому что в рамках «Зима начинается с Якутии» у нас проходит очень такой, наверное, знаменитый фестиваль «Вкус Якутии», куда съезжаются многие шеф-повары. Они демонстрируют, и тем самым мы, наверное, магнитом в данном случае продаем и холод, и вкусную еду. Ну и бренд нашей республики. И бренд нашей республики. А вот что насчет развития инфраструктуры туристической? Как оцениваете, какое развитие сегодня необходимо? Ну, сегодня мы строим гостиницу «Космос». Это, опять же, была проделана большая работа, начиная, может, с 2018 годов. Многие помнят Хилтон, 5-4 звезды, но в итоге, когда вот санкционное давление, когда у нас финансовые потоки, когда игроки, большие игроки поменялись, появились новые институты развития, как Корпорация развития туризм РФ, структура сделки пришла к тому, что сегодня есть АФК-система, гостиница «Космос» сегодня без единого бюджетного рубля республики, федерального, будет строиться за счет частных инвесторов на сумму более 2 миллиардов рублей на территории бывшей бани общественной, где Чернышевская улица, на 150 номеров. Это на самом деле хорошо. Строительство уже, само строительство рассчитано до 2025 года. Сейчас ведутся археологические исследования, мы на них попали, это довольно-таки сложная процедура, но мы видим то, что уже есть определенные результаты, выходим на проектно-сметную деятельность, разрешение на строительство, и к 2025 году у нас будет новая гостиница 4 звезды. Опять же, для делового туризма это очень важно. Опять же, это важно для наших туроператоров, потому что мы уже можем формировать чартерные рейсы для того, чтобы располагать одновременно более 180 туристов. А вот такой вопрос у меня возник. Строительство гостиницы именно вот на улице Чернышевского, оно шло с заделом на то, что появление гостиницы в том районе города, оно даст развитие инфраструктуры той части? Ну, смотрите, инфраструктура, окей, это не только гостиницы. Там гостиница, она довольно-таки с хорошим видом, она в центре города, поэтому с точки зрения вот ключевых факторов, да, рассмотрения инвестора на его загруженность в течение года, сделали очень большую работу по тому, насколько рентабельный этот проект будет. Потому что деньги все-таки не бюджетные, да, деньги предпринимателей, и они должны понимать то, что их деньги должны окупиться. Поэтому с этой точки зрения очень глубоко к этому подошли. Но помимо этого мы же также ведем развитие инфраструктуры. Это и дороги, это и аэропорты, которые сейчас модернизируются, это и водный транспорт. Мы сегодня должны довести до ума Ленские столбы, чтобы могли малые суда пришвартовываться, а это уже речь идет о дебаркадерах. Тогда мы можем уже увеличивать поток на Ленские столбы одного дня. То есть если раньше мы приезжали на Демьяне Бедном, то сегодня уже более маленькими группами, маленькие туроператоры, как микрокомпании, могут уже начинать развивать свое дело в сфере туризма, начиная, допустим, с этих маленьких маршрутов. Я предлагаю вернуться к Восточному экономическому форуму. Важная составляющая самого форума – это выставка улицы Дальнего Востока. Якутия также традиционно там представляется. Расскажите про выставку этого года, какое внимание было к ней со стороны как участников форума, так и жителей Приморья.
Дальний Восток, улица – это очень хороший проект. И вообще сама площадка форума, она всегда делилась на две части. Деловая часть и улица Дальнего Востока. Просто не все могут попасть на деловую часть. И поэтому для посетителей есть такая возможность посмотреть все регионы Дальнего Востока. Каждый регион показывает то, чем гордится. Но мы гордимся нашей ювелирной отраслью. Да? Вот у нас есть отдельный павильон, сделанный в Якутии, где более 7 предпринимателей реализовывали свою продукцию. Мы хотели просто ознакомить и регионы Дальнего Востока. Конечно, они уже знают, но, как вы сказали, более 62 стран принимало участие. И с очень большим интересом многие заходили, интересовались, что такое Якутия. Все-таки это как страна по площади большая. И посмотрели на объемы, значит, наших предпринимателей, которые реализовывали ювелирную продукцию. Почти 9 миллионов рублей за дни Дальнего Востока было реализовано ювелирных изделий. Это тоже хорошее мероприятие для того, чтобы предприниматели могли, благодаря такой площадке, как форум, во-первых, получить рентабельность своего дела и вложить в развитие, потому что сегодня промышленность и ювелирная отрасль, она чуть-чуть страдает за счет того, что новые формы налогообложения. Сегодня у нас все ювелиры платят НДС. Это довольно-таки сложно, поэтому наша задача как государства, мы должны стимулировать ювелирную отрасль. И помимо этого, конечно, был предоставлен и туристический, да, потенциал нашей республики. Все, конечно, с большим желанием планируют к нам приехать. Также был розыгрыш путевки на территорию нашей республики. В общем, я так думаю, что участники улицы Дальнего Востока, которые принимали там участие со стороны организаторов и со стороны тех, кто приходил к нам на павильон, они все довольны. Помимо этого у нас проходили культурно-спортивные мероприятия, были чемпионаты и довольно-таки большой ажиотаж проходил у нашего павильона. Ну, традиционно, не первый год такой ажиотаж. Тимур Юрьевич, вы заговорили про предпринимателей в эти дни. В Якутске стартовал форум предпринимателей. Я думаю, сейчас отличная возможность пригласить как самих предпринимателей на форумы, так и всех желающих. Да. Но сегодня, прямо сейчас проходит наш форум предпринимателей. Это ежегодный форум. Да, он посвящен Дню предпринимателей нашему республиканскому. Более 500 участников зарегистрировались и порядка 200-300 приходят вот так. Ежегодно мы собираем около 1000 активных предпринимателей и тех, кто хочет заняться своим делом. В квартале труда в городе Якутске на всех 4 этажах работают одновременно различные площадки. Туда входят и образовательные модули по различным тематикам: финансы, кадры, меры поддержки. Сегодня к нам приехали и федеральные эксперты. Очень хорошо, помимо всего этого, есть возможность пообщаться между собой. Люди знакомятся, потому что предприниматели знают то, что самое главное в бизнесе – это коммуникация, уметь находить точки взаимодействия, чтобы совместно зарабатывать больше. Сегодня и завтра у нас будет форум, поэтому я хотел бы пригласить всех, кто смотрит, всех, кто желает, хотя бы просто посетить, посмотреть на эту атмосферу. Тимур Юрьевич, спасибо, что пришли к нам в студию, ответили на наши вопросы. Спасибо. Я напомню, это была программа «Актуальное интервью». До новых встреч.